Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – что такое гармония в музыке? Слово «гармония» возникло далеко за пределами музыки. Люди издавна называли гармонией красоту и соразмерность, где бы она себя ни проявляла – в архитектурном ли сооружении, состоянии души или человеческой фигуре. Древние греки словом «гармония» определяли даже периоды мирной жизни, свободные от войн и потрясений. В музыке слово «гармония» выражает ее основное свойство – благозвучие. Благозвучие, как порядок царства звуков, аккордов – это и есть музыкальная гармония. Как и всякое искусство, музыка имеет свой собственный материал, как цвет в живописи, слово в литературе, мрамор в скульптуре. Так звук музыки есть ее главное ядро, из которого рождается музыкальное произведение. Однако любой произвольный порядок звуков еще не является признаком гармонии. Послушайте, как звучит случайный набор музыкальных звуков. Музыка начинается лишь тогда, когда ее звуки организуются по определенным законам, которым подчиняется музыкальное произведение. Гармония ощутима в любом произведении. В самых высших своих проявлениях она воздействует как непрерывно струящийся свет, в котором мы ощущаем отблеск неземной божественной гармонии. В таких произведениях течение музыки выражает состояние возвышенного покоя и равновесия. Одно из таких произведений – прелюдия до мажор Иоганна Себастьяна Баха. Отчего эта музыка кажется такой светлой, такой умиротворенной? Прежде всего этому способствует характер музыкального течения, негромкий, неторопливый, не содержащий никаких срывов и неожиданностей. Ничто в прелюдии не меняет первоначального движения, ни ритм, ни темп. Лишь только гармония бесконечно колеблется, мерцает, оборачиваясь то мажорными, то минорными звучаниями, то чуть омрачаясь, то вновь умиротворяясь. Итак, на этом уроке мы узнали, что такое гармония в музыке, и услышали, как проявляет себя гармония в прелюдии до мажор Иоганна Себастьяна Баха. На этом я заканчиваю урок. До свидания, до следующих встреч.